Так. Ты завтра здесь. Да, но я уезжаю, в 3 не должна уже быть. Все. Мне к тебе зайти, да, перед этим? Так, нет, это у нас Так, прошлое. получишь? Сколько я тебе должна? Чик. Сейчас посчитаем. А, ты батарейку еще не забудь. Да, это Ну, где у нас? Да, вот. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. ноты продаются. Ты заблокировал. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, Да. два. Все четко идет звук. Тех-то не осталось? Мгм. Надо ставить этот режим полета, когда выходишь в эфир, чтобы никто не звонил. Так, а у тебя тогда Wi-Fi не будет? Режим полета Wi-Fi подключается. Там именно связь не работает? Мгм. У меня, по-моему, все вырубалось. Ну, поглядим, что у нас. Ну тут надо поздороваться. Конечно. Самый радостный человек. Я думаю, сейчас придут. Спасибо. Да, ты объем еще дала? Объем дала? Ну, не пушаться просто. Ага. Юр, ты семерку что, заберешь? А выбор не выбор, невелик. Ну нет, в смысле сегодня или потом? Ну, в смысле, сегодня, сейчас. Ты за ней пришел? Да. Я думал, ты по нам соскучился. Да, конечно. Я вас вообще уже бояться начинаю. Все идеально было. 20 с лишним аппаратов сделал, порядка 30. На одной семерке все зависло. Вообще Что просто. случилось? Ну, так это же не показатель твоей непрофессиональности. Просто, ну, бывает такая фигня. Это тебе вызов профессиональный. Да был бы каким вызов. Вот сегодня вызов был. 14 Pro Max я расклеивал. Вот это вот интересно. Ну, Нормально согласен, всё? да. Да. С учетом того, то, что там была по периметру бэшка наклеена. Причем не фила. Алло? Ой-ой-ой, где тут сообщение. Ой, а 12 мини бабахнул. Я 12 Pro Max. В смысле бабахнул? Ну, миник, мне надо было морду выклеить, все. Тоже я чувствую бэшка. Ну, идеально все сделано, но не может быть под камерой пыль. Я понимаю, что его скрывали. Все такое делаю. И один угол, представляешь, не могу поднять. Ладно, подержал, опять не могу. Залил, не могу. И чуть-чуть надавил. Прям совсем экран? Ну да. Или Тоже, с полосой? тоже вскрытый был, тоже залили низ бэшкой. Дисплей к рамке приклеили. Я не могу, блин, у меня такое-то. Зачем, блин? Это твой или клиентский был? Ну, это мой, который у них плату купил, все это. Вон теперь смотри. Вай, Жека. красота. Именно вот этот уголок. И Как это- там позднее-то угорает? и это Ты им- зажигалкой нагрей. Да-да. Я ему написал что-то, говорю, решаемо, потому что типа в Москве эти полосы убирают. Я грел, ничего не убирается. Сколько? Ну, правда, автомерно. Что делать нечего было. Мы то батарейку на 12 вольт поставим, давай на Сейчас полную за зажигал. ручным привел. Считаю. Может, сразу. Без дыма, да. Цемент. А пахло? Можно без. Нет, друзья, как бы цемент пока вроде не нужен. Не, там, психовая. Вот если мы начнем строить новую точку, то да, можно будет. Да, пока нигде. Возможно, тут снова буду. О, У тебя прямой эфир, да? кто это? Да. Истеричка прикольно. Щелкни. Пылесоса? Не, Обладателя. Так, где вот твой телефон? Подождите, пожалуйста, еще не обладатель Ладно, 500 рублей. где шарики, где то, вино, шампанское. Ну, я даже не понимаю. А вот этот, который справа, он такой, ладно, Смотри, обратно. такой он. Не Саш, может. Да, Ладно, ладно, не жадный, что началось? поэтому минус 4 сделал. Я отдал в мозг. Где у тебя камера, Женя? Так, бок на заблокированном экране поверни в другой бок.
Настя, научила айфоном? Все. Да-да-да. Все, ладненько. А вы что, сегодня это? Мохитуете? Нет, мы эфирим. Ну, так А у вкуснее. тебя какая зарядка? Эфир на 10% ушел вниз. Тебе надо делать. Хреновая у меня зарядка нужна новая. А, ты про этот эфир? А у нас тут прямой эфир, поэтому... Что там сидишь, что ли? Нет, Не, только- видно только меня. Да? Да. Можешь Можешь зайти поздороваться, поздороваться, да, вот конечно. потом вот У меня бочки только Тоже и кофе. женский мастер. час пик. У меня знаешь какая? Кому телефон? Балкон? Розыгрыш скоро будет телефона. Подписывайтесь. Или объемные прически. Вот там они висят. Да, вот у меня вот это вот. Не привязанный, да? Я перенес. Я просто не хочу его скидывать, Нет, потому я что такая. там может, мало ли он выиграл, не сможет эти вообще там. Можно-то можно. Нет. О чем я и говорю. Тебе хочешь ставить? Когда не белая. Вылезь в дубе. Я без проблем. Если ты хочешь себе ставить, не знаю, меньше отзывай. Я на машину денег собираю. Ты машину купить хочешь? Я не болтаю, я деньги Ладно, сейчас собираю. хорошо. Мне Нет, надо сама еще задумка классная. Он меня не слушает. 100 тысяч надо. Он даже не посмотрел. А? Да. Аккуратно. Кстати, да, Жень, как у тебя колено? И под колено. А что с моим коленом? Вот так ободрал сильно. Сколько у тебя там шов-то? 1. Ты все не задела? Не, ну мало ли там. Скорость знаешь, прошло. Там. Короче, я не знаю, тут что-то Вдруг по слетает. колено, да? Сляжки потом взяли, это, нарастили. Удава. Мастерская. Да нет, что такое? Что за прекрасная Это девушка в 12 кадре? Pro Max. Гизфан, знакомься, это Анастасия. Анастасия, это Гизфан, наш модератор. О, Тут как а, бы, очень приятно. Если что, он всех кикает. Плохих людей, да? Да. Это хорошее дело, конечно. Пойдем со мной гулять. Прикинь, даже не Как получил значит, пароль. Да. Хотя двухфакторного. Чего так много просмотров-то? 7. Это Ну, второй раз запускаю. Второй. Да. На первом сколько рекорд? 26 было. А сколько у тебя смотрела? У меня? Похвастайся. Я не эфиры. Ты посмотрел, какая у меня Да. зарядка? Ну, марафон, я понял. Нормально? Ну, можешь есть заряжать. А что-то лучше есть? Пока. Белого Пока-пока. цвета. Пока. Есть подарик с быстрой зарядкой. Что 7 такое? это чисто зрители сейчас вообще. Чё? Вот именно. А Это был подписчиков, подарок. между прочим, 2650. Там батарейка. Нужно Вот вот, такая. вот такие видосы типа снимать. Ну Сколько все. она стоит? Почему? Еще раз спроси. Сколько она стоит? 300. А что так мало? Как делается контент? Ну, потому что такой закуп. Ну, давай 500. С кабелем. С кабелем. Как-то много ты Надо говоришь. общаться с чатом. А сколько кабель стоит? Так. 200, да? Конечно. А что там какие-то? Мы по возможности глядим в чат, да, тут просто люди Что подходят, тут поэтому подключено? это освещение Это было. свет был. Теперь снова есть. Насчет сотрудника нового, все Надо? возможно. Сразу проверим. Скорее Ну, всего. давай. Да. Давайте соберем 1000 лайков. Ты не хочешь со мной работать? Нет, я еще активность хочу поднять. Все хорошо. На продажу сейчас сделаем. Вот, друзья, так что давайте, вот 8 человек на эфире, вот 7, ладно. Ну, давайте, ну жмякните, пожалуйста, вот 3 точки нажимайте, там лайк ставите, и будет вам счастье, как минимум. Большое Ка- спасибо. Да, да. Прекрасная улыбка Анастасии. А ты на Жене снимал? А, ну да, Дик- твой же да. снимал. Что это такое? О, Настя пишет, все. Возьми, да, мне кабель Эй, нужен. крушить, ломать. Годзилла. А что он не залазит? Так, куда поставить? Вот, Да вот не так. будет. Вот. Ой, еще. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть? Так, тут, наверное, нету. А что, он заряженный? Нет, я тут сам с собой.
Зарядку проверял? Молодец. Прикинь, не залазит. В чехле? Ой, да, я сделаю. Ну, сейчас тебя. Да? Так пинцет возьми. Спрессованная штука. Так пинцет возьми. Вот что за привычка говорить под руку? Это не так называется. Где? Вот, да. В ухо надо было? Нет, там барабан. Я тебе коробку отдал? Нет. Что вон она? Да, я забрал это или нет? Да. Либо 1000, я тебе 500 дам. Нет, это 500. Там нас что-нибудь пишет. Да. Так пока. Между собой обсуждение. А что ты меня про маму спрашиваешь? Да так забинтовано у тебя она. Ну и Так, у нас чё? пока чистка Кто меня разъема сдал? телефона Никто. Даша или и Саша? продажи телефона. Так что пока Я у ни нас с кем ребята не все заняты. общаюсь. Мгм. Сколько Только градусов? сегодня У общалась. нас сегодня днем, по-моему, было 30 или 31 градуса жары. С Сашей? Очень А, тяжело. серьезно? Работаем. Вот, завтра у нас обещают 37. Так Что-то что нормально? будем Маме только не... запасаться, Я знаю, что мама не знаю чем. Мороженым, льдом и чем-нибудь еще. Холодной ванной. Если кто не из Ижевска, тоже Ждать расскажите, да, вообще откуда вы, Пока. сколько у вас градусов сегодня. Поздравляю с приобретением. Положил, спасибо, так, честно, съел. Ага. Пакетик белого льда, он совсем справится. С такой жарой он за несколько секунд расплавится. Все Ну, это потечет. верное решение. Ой. Кто у нас был? Оставляйте, кстати, отзывы. Нам А ты всегда ее не будет сфоткал, что ли? очень приятно. Плюс, чтобы Взял другие на телефон, клиенты, что? люди тоже знали. Ксюха у меня забрала 13 А на улице? Вот я и говорю, что вот у нас на улице примерно сегодня было 30-31, завтра обещают 37. Все, супер. Ладно, пускай подгорит. Да-да-да. Я купался, было 42, вся кожа обгорела. СПФ обязательно, ребята. Рак кожи все-таки, да? Он нам не нужен. Поэтому SPF обязательно пользуйтесь. Тем более с таким активным солнцем До свидания. кожу нужно беречь. Я вам как девушка говорю. Обязательно. Хотя бы там на плечики, Я на сегодня- грудь, на какое-то открытое пространство. Там Защищайтесь. Кепочка Алина. обязательно. Включусь к разговору вот Настя. Так. Сегодня, значит, идет девушка Идет девушка. в юбочке, значит, в футболочке,
Но цвета кожа ближе к оранжевому. Типа апельсиновая такая. Вот шоколадно-апельсиновая, я бы сказал. Мгм. Я так понимаю, это автозагар. Это, скорее всего, автозагар. Это даже не просто Или 2 месяца в где-то. Дубае. Нет, да- Вряд ли, нет. нет, если ты естественным путем загораешь, то он у тебя ближе именно к коричневому Да. становится. Вопрос, зачем? Чтобы ее все хотели. Я вообще ни капельки не хотел. Она сама себя хочет. Нет, ну все равно есть же такое, что, во-первых, загорелая кожа смотрится как будто бы красивее и эстетичнее, чем бледная. Но это не точно. брат. Поэтому, ну, по крайней мере, вот в женском Ну, мире как симпатичнее, будто, да. да, как бы есть такое. И то есть Поэтому девушки там, знаешь, начинают и колготки какие-то в цвет там носить, еще что-то, лишь бы не с бледными ногами. Ну, Я вот. раньше тоже стеснялась своей бледности, сейчас вообще пофигу. Я вообще Абсолютно. вся в автозагаре. Ха. Нет. Это желтуха пишут. Препаратная или алкогольная? Да, лучше там это провериться. А? Есть. Поэтому ты мне что подругу разговариваешь? Я тут марафет наложу так-то. Ну, было еще и пинцетом. Ты вот этим Мне можешь вот этим Нет, так удобнее, контакты- реально. контакты можешь между сделать. собой, вот перед клиентами, и так-то некрасиво было Вот-вот. тоже. Вот видишь, тебе Это вот обратно как, со как стороны. меня потом колесо вот тогда тоже. Это было некрасиво. Вот. Просто Простите на меня, будущее. пожалуйста. Я хотел как лучше. В любом случае, это уже хорошо, что ты признала. вот почему такая несправедливость? У девушек есть туника, у мужиков шорты и голые Пузо. Ну, пузо, наверное, да. Как справляться с жарой? Несправедливость, мне кажется, это больше вот как раз девушек касается. Вот Конечно. нам бы тоже хотелось вот с Просто голым, с голым с пузом, голым да, и- торсом погулять, конечно. Но почему-то нельзя. Очень жарко на самом деле. В Зимбабве можно. Я, кстати, даже замечала, даже вот у нас вроде в Ижевске, хоть и девушки, ну, более-менее раздеты как бы могут ходить, но, например, я вчера или позавчера я была, ну, в таком топике, но он более-менее, типа, был открытый. Ну, то есть, типа, он чисто там закрывал грудь и немножко спины. И это все равно как будто на меня немножко косо смотрели, типа, слишком А, открыто. прикольно. В смысле, жара на улице, вы чего? Я что теперь должна в футболке ходить? Нет, У мужиков есть пиво. мне жарко. А я вот буквально недавно, когда ходил за зипом, я иду такой, думаю, ну вот, но мне же просто вот уже плавательные шорты, и вот это без рукав. И все равно жарко. И мне жарко, я вот хочу и это снять. А вот как это будет со стороны смотреться? Типа, слишком вызывающе, если мужчина так с голым торсом и просто в шортах идет или нет? Ну, как будто для Ижевска это еще немножко странно кажется. При этом, если бы ты ходил так на пляже, было бы норм. Да, конечно. Но вот в городе почему-то сейчас имелось в виду, что в тунике можно на встречи выходить, а парням как при белой рубашке и темных. Да не. Сейчас Ну если в каких-то, если на какое-то мероприятие, например, то, конечно, мужчина не выйдет с голым торсом. если встреча какая-то Если только или ты не еще что-то. стриптизер. О! Найдена профессия. Да. Где это законно? Там, в принципе, им нельзя даже одеваться. Ну, это вот чисто какие-то общепринятые нормы приличия, к сожалению, не нами придуманные, но которые нам все равно приходится соблюдать. Я хожу, вон, в Зимбабве там где-нибудь живут, ведь они вообще не парятся. У них одна соломинка на пляме есть, и все, прикрываться. Такие женщины, да, голенькие почти ходят, и нормально. У них у всех вот чисто область пояса перекрыта. Но вот опять же и уровень развития какой. Тут немножко как будто тоже есть какая-то корреляция. Ну да. К нам кто-то идет. Здравствуйте. 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 И уже 10 сейчас. Балдон. Это он? Это он. Там что, можно уже снимать резинки? Я думаю, что не стоит. До какого времени? Завтра до обеда, наверное. Ну, сейчас включим его, чтобы проверить.
Да. Ну, должно, да. Вроде. Да нет, вроде точно. Точно, да? Ну, я не сдал, но не знаю, мне звонили. Сейчас включится. А я Сколько договорились? сейчас скажу. Да. 5 ровно. Ровно, я не посмотрю на бумажку, но просто мне сказали, бумажку лежит вечером. Сейчас я распечатаю, все сделаю. Отличное предложение на вечер. А давай покупим. Что? Нет, всё. Говори. Нет. Нет, быстро. Я выключу. Нет. Ладно, все. Ну? Так, я видел в ВК видео. О, кстати, там Зубарев говорил про то, что есть охлаждающие пластыри под подмышки, а также пояс с вентиляцией на пупок. И таким пользуются в Китае. В Китае вообще чего только не придумают на самом деле. Зимой, на зиму у них, кстати, по-моему, есть какие-то мешочки согревающие, которые вот они там в карманы или еще куда-то потому кладут, что отопления чтобы нету руки не централизованного. мерзли. Да? Ну, как такового, как у нас, у них не стоят батареи. Обалдеть. Вот. Зубарев вообще прикольный мужчина. Вот, час снимай. Он, по сути, ведь и построил карьеру на этом, на том, что типа, о, смотрите, что Да, и вообще. показывает. И сам то, что он же очень давно уже в Китае живет, и он у детей, по-моему, что-то танцы преподавал, что ли, И хореографию. преподает он бальные танцы. Да, да, вообще классный. Насколько сокращается рабочий день при температуре выше 28 градусов? И насколько. На час. На час. Ну, у нас это не работает. А как у других, я не знаю. Здесь еще. По закону на час, да? Скорее всего, да. При 30-35 на 2 часа. Пора закрываться. Давайте я это скреплю. О, а у вас как-то на заводе Жень. вообще регулируется? Бери. Держи. Температура или нет? Это старый дисплей. Давай я как-то отъеду. Пробочку сохраняйте, чтобы гарантия работы А, это была жестко. хорошо. Прикольно. А там, а на заводе нет там кондиционера? Там сдача или Что, чего что там нет? Нет, Всё? ладно. Или у них зависит именно от температуры на улице? О, ну хоть так. Хотя бы работать можно. Потому что у меня знакомые, например, они работают у нас Лучше до завтра на складе подождать. на Валберес, Резину. на складе, который именно Хорошо справился. сортировочный центр на Воткинском шоссе. Пожалуйста. И ну, они вот сейчас вообще просто умирают от жары, потому что, ну, по сути, как бы склад без окон, без всего, там, то есть только ворота для погрузки, но это вообще не спасает. Плюс железная, по-моему, какая-то или алюминиевая крыша, которая тоже нагревается. Это просто гигантский парниковый эффект. И людям надо еще как-то работать. Это вообще кошмар. Ну, я думаю, так на всех складах, во всех городах. Что Валберес, что Адзон, я думаю, примерно все одно. Поэтому, конечно, тяжело. Но, конечно, никак рабочий день у них не сокращается, не регулируется, к сожалению. Получилось? Что за Брэд Питт, вылитый брутал? Это вы про Евгения? Или как? Евгений у нас, конечно, хорош. Или про меня. Или про Александра. Брэд Питт. Кстати, как Брэд Питт выглядит, я что-то не помню даже. Ну, он постарел уже, по-моему. Значит, про меня. Не, может, его молодая версия. Да-да-да. А про меня? А про кого? Вот который Светлый или вот который Александр? Или который Евгений? Давайте. Я, который Александр. Это Александр. А Евгений, покажись. Давай. Вот, Евгений. Говорю, вот и Евгений. Кто Брэд Питт? Выясняем. Все. Голубоглазый блондин вообще. Не, подождите. И на меня посмотрите пока. Я заодно хоть комменты быстренько гляну, что писали. 17 человек нас в онлайне смотрит, друзья, вообще здорово, что вы с нами. И спасибо, что общаетесь.
Да? что какую-то активность проявляете, потому что так веселее, так интереснее. Евгений, ты красавчик, вообще тебе пишут, понятно? Черт, я проиграл. Спасибо. Евгению очень приятно. Вот, слышали? Слышали? Это Александр ему на ногу наступил. Вы сами вообще тоже как? За айфоны, за андроиды? Какие плюсы, какие минусы? Потому что нет, красавчик другой. Непонятно. Сначала написали про что коту ногу отдавили. Не, кот уже уехал, там кухню заказывать ему надо какую-то. Вот, так что кота уже нет. Но кота написали с большой буквы, так что знают про кота. Нет, Я- там тут просто я еще на понимаю. один эфир приходил Суперкот. Подписчик, у него ник Суперкот. А, Он приходил, помогал видос даже снимать мне. у нас блогер есть. Ну, вот примерно такого возраста. Ага. Мы ему шарик подарили. Подрастающее поколение. Да-да-да. Подключаем, это здорово. Другой подписчик пришел, ноутбук купил. Еще один подписчик телефон, по-моему, забрал. С Ютуба? Да. Вау. Один мужчина вообще с Можги в Ютубе трансляцию видел, Я про приехал. мастера. ремонт. Вот я поняла, что вы поняли, что у нас есть мастер-код. Мастер. Ну да, я, собственно, про него и говорю, что он пораньше сегодня ушел по своим каким-то мастерским делам. Котовским. Котофеевским. Айфоны более сбалансированные, системы закрыты. Да, согласна. Их своя экосистема очень классно работает между собой, очень качественно, и это очень удобно. Водохлеб. О, у меня еще вкусняк. Что нового из мира ремонта? Люди ломают телефоны. Люди мы их продолжают, да, ломать телефоны. чиним. В этом плане ничего нового. Android топ, пираты наше все. Ну, ладно. Каждому свое. Да. Ну, американцы же задавили Huawei по поводу плане? Гугла. Ну да. Все. Они сделали свою Harmony OS. Ну вот с Xiaomi, например, меня очень огорчила новость, что у них сейчас вот везде во всех телефонах реклама. И Это капец. это крайне неудобно, потому что мы вот как раз бабушке собирались покупать ей новый телефон. Естественно, Android. И изначально, то есть я собиралась тоже взять что-то из Xiaomi, потому что как бы вроде надежный, хороший Мгм. бренд и качественный, но вот когда мне специалист сказал, что сейчас у них у всех просто одна реклама, то есть я понимаю, если мне было бы неудобно, каково вообще бабушке? Да. Она еще что-нибудь куда-нибудь зайдет, что-нибудь там купит или еще Случайно. что, да, и то есть, ну, это вообще катастрофа. Это супер неудобно. У меня Поко, я всю рекламу убрал с телефона. Перепрошивкой? Или как? Что-то я нажал. Да, Везде реклама на Xiaomi, даже в очистке памяти. Так вот, ну согласитесь, это раздражает. Ну прям очень. А как тогда то же- убрали, если То же нет? самое купить машину, которая тебе через каждые 10 километров будет говорить: заправься в Лукойле, заправься в Лукойле. Или вот в этой заправься, ну пожалуйста. Или вот слушать музыку, там, не знаю, в ВК-музыке без подписки. И вот это вот постоянно реклама, но при этом у тебя нет возможности купить эту подписку, и ты вынужден это слушать. Это ужасно вообще. Махинациями в настройке. Этими знаниями надо делиться с людьми, я уверена, потому что, думаю, многим это будет полезно. Я маме отдал Poco X3 Pro. Да, раздражает. Ну вот. Ой, у нас уже почти 7. Ребята, Да, друзья. нам пора закрываться. Вот. Да, на сегодня мы заканчиваем эфир. Да, спасибо вам за этот прекрасный вечер, за общение. Надеюсь, оно будет чаще, на самом деле.
Да. Все, до встречи. Хорошего вечера всем. Спасибо большое за общение.